Коллеги, дамы и господа, приветствую вас в пресс-центре Международного информационного агентства «Спутник». Сегодня мы проводим круглый стол «Национальная безопасность Абхазии» в контексте специальной военной операции России на Украине. Организаторы мероприятия «Конгресс народа Абхазии», Центр социально-экономических исследований, Центр правозащиты граждан России в Абхазии. Ситуация на Украине создает новые вызовы для Абхазии, которые мы сегодня обсудим с нашими гостями, которых я с удовольствием представлю. В онлайн-формате с нами на связи из Москвы ведута Елена Николаевна, зав. Кафедры стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова, и Катасонов Валентин Юрьевич, профессор кафедры международных финансов в МГИМО. Добрый день, уважаемые гости, рады вас приветствовать. Спасибо, что нашли для нашей сегодняшней встречи время. Елена Владимировна, нас слышно? Слышу, только Николаю. Валентин Юрьевич? Да, все нормально. Также на площадке пресс-центра «Спутник Абхазия» с нами Домени Олег Несторович, руководитель Центра социально-экономических исследований, и Камке Беслан Астамурович, доцент кафедры теории истории государства и права Сочинского института РУДН. Также Голуа Рауль Валерьевич, депутат 6-го созыва парламента, генерал-майор. Олег Несторович, я хотел бы предоставить вам слово. Специальная военная операция началась несколько месяцев назад, однако корни конфликта уходят далеко за несколько лет. Бои против мирного населения Луганской и Донецкой республики продолжаются уже несколько лет. Ваш анализ ситуации. Спасибо. Прежде всего, я хотел бы тоже поблагодарить всех присутствующих, руководство «Спутника», информационного агентства «Спутника» поблагодарить за предоставленную возможность пообщаться с нашими московскими коллегами. И большое им спасибо за то, что сегодня они с нами участвуют и обсуждаем чрезвычайно ключевой вопрос всей нашей планеты. Значит, доклад мой, естественно, касается по существу той ситуации, которую сегодня мы имеем на Украине. В науке, в современной науке сложилась такая традиция, которой мы тоже придерживаемся этой традиции. То есть анализ всего того, что происходит не только на Западе, но и на постсоветском пространстве, да и в других странах юга, скажем, Африки, Южной Америки и Дальнего Востока и так далее, осмысливается, согласно этой традиции, через кризис. На самом деле кризис – это универсальное понятие, которое широко используется, еще раз повторяю, в современной науке. Мы тоже в своем центре руководствуемся, пользуемся главным образом вот этим ключевым понятием. Что такое для того, чтобы использовать, для того, чтобы исходить из этого критерия, из этого понятия, необходимо в первую очередь определить, что собой представляет с точки зрения науки кризис. Под кризисом понимается такое состояние любого общества, при котором оно испытывает трудности в поддержании своего существования. Эти трудности связаны с наступлением определенного социального недомогания, депрессия в жизни общества, когда его жизнеспособность, социальный иммунитет начинает ослабляться. Такие процессы, какие сегодня происходят в мире, в том числе и на постсоветском пространстве, и в Абхазии, естественно, вызывает снижение уровня жизни, ухудшение качества ее. В условиях кризиса система, на базе которой функционирует общество, начинает разрыхляться, разрушаться на составляющие ее социальные структуры, микроэлементы. Лишившие связи друг с другом, они оказываются в турбулентном, блуждающем состоянии. Но долго оставаться вне системы они не могут. Чтобы поддержать свое существование, им приходится искать новую систему, новые связи, отношения между собой.
Наиболее вероятным исходом мучительного поиска новой системы может быть варианты. Первое. Одни из них части распавшейся системы погибают. Вторые переходят в другую успешно функционирующую систему. Третье переходят в другую. Третье начинают формировать новую систему. Впрочем, здесь напрашивается и предполагается и четвертый вариант сценария. По этому сценарию в структуре распавшейся системы могут вернуться к какому-то этапу пройденного пути, как к исходному началу, и вновь идти по нему, чтобы иметь перспективу развития. Кризис может показать как тупик, в котором периодически оказывается любая система, так и перспективе развития, способствовать совершенствованию несовершенной системе. Таково общее описание кризиса, которое дается в синергетике, да и в любой другой науке. Из этого, еще раз повторяю, мы исходим. Но кризис, который мы ныне переживаем, он необычный. Кризис – это, как видно из этого понятия, это объективное явление, сопутствующее человечеству на протяжении всей своей истории. Разыгравшийся кризис ныне необычный, потому что он не похож на те кризисы, с которыми человечество сталкивалось. Все эти кризисы были, можно сказать, объективными. Они связаны с истоками существования самого человеческого существа. И они объективны, они неустранимы. С ними человеку приходится жить. И так он и живет. Но этот кризис, ныне развернувшийся, он оказался необычным, потому что он является рукотворным. Не по ошибке человека или человеческого существа этот кризис появился, а этот кризис является результатом целенаправленного действия определенных кругов. Когда же этот кризис такой появился? Можно сказать и нужно сказать, что после Второй мировой войны, когда война эта закончилась, Соединенные Штаты Америки сразу же приступили к разработке специального геополитического проекта. Ибо Соединенные Штаты хорошо понимали, что во Второй мировой войне Советский Союз играл решающую роль и сыграл эту роль. С этим мириться Соединенные Штаты Америки не могли, они должны были как бы нейтрализовать Советский Союз. Для этого был разработан геополитический проект. Они приступили к реализации этого проекта лишь в конце 80-х годов прошлого столетия, когда увидели ослабление советского руководства, когда возникла некая такая ситуация, которая их устраивала, они решили воспользоваться вот этой ситуацией и, естественно, решили по своему проекту разрушить, нейтрализовать блок, нейтрализовать Советский Союз, что им удалось и сделать. Однако Соединенные Штаты Америки, авторы этого проекта, не остановились, не хотели остановиться на этом. Они ожидали, что не только Советский Союз, страны Востока вот так распадутся. Проект частично был реализован, но не был доведен до конца. Довести до конца это означало распад и России. Многие, по всей вероятности, присутствующие здесь помнят, была карта, созданная карта, по каким кускам Россия должна распасться. Но Россия, вопреки ожиданиям, западным ожиданиям, Россия стала
возрождаться. И это Запад в лице Соединенных Штатов Америки долго ждать не могли, и они вновь разыграли вот такую сценарию, теперь уже не мирного характера, как это было в 2014 году, в январе-декабре месяце на Майдане. Вот, значит, продолжением этого кризиса, этого геополитического проекта как раз и стала ныне действующая специальная военная операция на Украине. Вот каковы истоки этого кризиса. Конечно, кризис, ныне действующий кризис, он многоструктурен. Это кризис универсальный. Он охватывает все сферы жизни человечества. Это кризис не только глобальный, он тотальный. Это информационный кризис, это ценностный кризис, культурно-цивилизационный кризис. Значит, очень трудно, это не только военные действия. С военными действиями человечество сталкивалось, это вообще и методика ведения боевых действий и прочее, все это хорошо известно человеку. Но что такое сетевая война, информационная кибератака? Значит, это мало известно человеку. И у нас нет каких-либо таких технологий, таких механизмов, чтобы противостоять. Это чрезвычайно сложно. Представьте себе, что сегодня сознание человека можно перевернуть, изменить, значит, сделать таким образом, чтобы человек лишился способности самоуправления. И возникает, то есть авторы этого проекта добиваются того, чтобы человечеством управлять из единого центра. Более того, значит, цель этого проекта, прежде всего, это интересы крупного капитала. Крупный капитал сегодня действует. А здесь капитал испытывает дефицит ресурсов. И потому мы имеем вот такую картину. Каковы будут последствия этого кризиса? Очень трудно рассуждать по этому поводу, но вероятнее всего новый мировой порядок, то есть этот ныне существующий, действующий порядок претерпит изменения. Если это претерпит изменения, каков будет будущий порядок в мире? Вероятнее всего, будущий порядок не сложится так, как, скажем, допустим, предыдущий порядок был создан в Беловежском соглашении. Такого соглашения, по всей вероятности, и будет. А это будет процесс тоже трудный, тоже сложный, тоже противоречивый. В процессе, в котором государства, ведущие государства определят и установят свои взаимоотношения. Вот так, мне кажется, примерно представляется, еще раз повторяю, значит, трудно очень угадать, что будет дальше и как это будет происходить. Но факт то, что мир таким однополярным оставаться уже больше не может. Да и капитал тоже исчерпал себя. Западный мир исчерпал себя. Но он представляет, несмотря на это, он представляет серьезную угрозу для безопасности остальной части населения. Спасибо большое. Спасибо, Олег Несторович. Вот вы говорили о прогнозах того, как может дальше развиваться ситуация. В этой связи я хотел бы передать слово профессору кафедры международных финансов МГИМО Валентину Юрьевичу Катасонову. Валентин Юрьевич, как на ваш взгляд будет развиваться ситуация? Какой ваш анализ и прогноз о дальнейшем событии? Спасибо за предоставленную возможность выступить. Мне хотелось бы немножко продолжить некоторые мысли, озвученные Олегом Несторовичем.
Ну вот он правильно начал разговор с кризиса. А я вспоминаю, в свое время знакомился с работами святителя Николая Сербского, один из наиболее образованных людей 20 века, который пережил и был свидетелем 2 мировых войн и Великой экономической депрессии и кризиса, который начался в 29 году. Он, как православный человек, рассуждал следующим образом. Он говорил: давайте все-таки задумаемся над смыслом слова «кризис». Слово-то греческое. Слово греческое означает не что иное, как суд. Святитель Николай Сербский говорит: суд Божий, суд Божий. Значит, видимо, люди какие-то нарушили законы, наверное, нравственные, законы там духовные. Вот, собственно, это неизбежное следствие. Все причины, как говорил святитель Николай Сербский, на стороне человека, все следствия на стороне Бога. Вот, извините, я начинаю с такого метафизического взгляда на вещи, и тогда все становится понятным. Вот если посмотреть вообще на эволюцию человечества, то вот Олег Нестерович правильно сказал, что человек сегодня слабеет, сегодня управление человеком переходит в какие-то руки чужие, можно сказать, даже в лапы. Вот, и, конечно, это ведь признак некого такого ослабления и утраты иммунитета со стороны человека. Поэтому вот и мы становимся объектами вот таких манипуляций. И, соответственно, начало этих манипуляций заключается в том, что нас обманывают, как там сказано, Евангелие от Иоанна. Отец ваш дьявол, он был лжец и убийца. Сначала ложь, а потом убийство. Вот, любая война, кстати говоря, Олег Нестерович, это ведь тоже кризис. И тут я с вами не могу вполне согласиться, что, значит, только нынешние вот события – это вот рукотворный кризис. Нет, рукотворные кризисы были на протяжении всей истории человечества. Любая война готовится, любая война провоцируется. Это проект, это очень серьезный проект. Так что и данная вот ситуация, которую мы там называем санкционная война, там, экономический кризис, это тоже все рукотворно. И все это уже отработано человечеством на протяжении столетий, на протяжении даже тысячелетий. Ну вот 2 года назад, даже уже более лет тому назад, человечество оказалось в очень напряженном состоянии в связи с тем, что объявили о некой пандемии COVID-19. И поначалу, значит, многие наивные люди думали, что действительно это действительно какой-то вирус, какой-то патоген. Через некоторое время стали понимать, что это такая глобальная биологическая война против человечества. Вот. Ну и многие секреты этой войны раскрыл президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб, который буквально через несколько месяцев после начала этой так называемой пандемии публиковал свою книгу, которая называется «COVID-19. Двоеточие. Великая перезагрузка». Он, по сути дела, раскрыл все тайны мировой закулисы. Он прямо сказал: забудьте о старой нормальности. Мы вступаем в новую нормальность, новые правила, новые парадигмы. И это, в общем-то говоря, уже открытый заговор. Открытый заговор. Почему мировая закулиса сегодня открыто уже действует? Да потому что они действительно опустили человека до такого уровня, когда он перестает что-либо понимать. А если даже что-то понимает, то у него полностью утрачена воля. То есть вот все-таки клеточкой всего общества и клеточкой всего человечества является именно человек. И вот именно на клеточном уровне происходят эти мутации, и уже в результате этих мутаций мы видим вот эти феномены, которые мы называем кризисами. Революции, там, Майданы, экономические кризисы, войны. Это вот все различные проявления кризисов. И, конечно, они по большому счету рукотворны. Рукотворные, во-первых, потому что мы сами себя ослабляем. Вот каждый человек должен понимать, я-то какую роль играю вот в этой истории. Я могу как-то противостоять этим энтропийным процессам, или я дохлая рыба, которая плывет по течению. Вот я бы так сказал. Что касается, значит, откровения Клауса Шваба, то он все там раскрыл, и, скажем, нынешняя санкционная война
коллективного Запада против России, я просто вижу, что это продолжение того, что было начато еще в 2020 году. Ничего абсолютно нового. Собственно, у них в рукаве уже были заложены следующие шаги, следующие акции. Там они говорили о том, что они начнут бороться с потеплением климата. Понятно, что потепление климата – это просто дымовая завеса, за которой, значит, стоят планы мировой закулисы по разрушению мировой экономики. Вы знаете, для меня, в общем-то, эти вещи не являются уж такими новыми какими-то откровениями, потому что как-то так получилось полвека тому назад. Я уже окончил институт, поступил в аспирантуру, и по теме моей диссертации мне порекомендовал научный руководитель знакомиться с докладами Римского клуба. Как раз в 1972 году вышел первый доклад Римского клуба, который называется «The Limits to Growth», «Пределы роста», Медоуза. Вот, потом я регулярно из года в год читал эти доклады и постепенно стал понимать, что, в общем-то, в этих докладах открытым текстом формулируется план вот этого самого мирового переворота. Это депопуляция, сокращение численности населения, это деиндустриализация, это, значит, разрушение национальных суверенитетов, это последние там доклады цифровизация мирового человечества. И, наконец, это вот на обломках национальных государств создается вот это единое мировое государство с единым правителем, которого на протяжении многих столетий, тысячелетий, последних 2 тысячелетий называли антихристом. Да, ну его по-разному называют. Но, в общем-то, понимаете, мы думаем, что мы такие умные ученые, но ведь человечество на протяжении столетий предупреждало о том, что этот кризис будет. И мы сейчас, вот, слава богу, хоть просыпаемся, начинаем думать, каковы причины этого кризиса, откуда он на нас свалился. Об этом предупреждали люди на протяжении столетий. Люди очень умные и, главное, духовно зрячие. Они прекрасно понимали, что такое мировая история, и что мировая история, она конечна. И вот, конечно, мы с вами сегодня находимся, с моей точки зрения, где-то уже на предпоследней ступени этой мировой истории. Вот, что касается, значит, планов мировой закулисы под названием «Великая перезагрузка», то, с моей точки зрения, произошли некоторые коррективы в этом плане. Потому что, конечно, та же самая борьба с климатическим потеплением, она слишком вялая, она слишком растянута во времени и не позволяет так быстро уничтожать и человечество, и производительные силы. Поэтому вот была спровоцирована эта конфликтная ситуация на Украине. Она готовилась на самом деле многие годы. Вот, слава богу, что мы в последние годы стали это понимать в России. Вот, и прекрасно понимали, что будет очередная провокация, примерно такая же провокация, которая была, скажем, 1 сентября 1939 года на германо-польской границе. Эта провокация, собственно говоря, была тем триггером, который положил начало мировой войне в Европе и во всем мире. Вот, так что здесь была такая же подготовка провокации, и мы просто немного упредили, значит, эти провокационные действия. Но надо все-таки трезво оценивать, что для нас это не только испытание, для нас это не только беда, но в каком смысле это для нас и спасение. Потому что ведь люди сейчас действительно начинают задумываться о том, о чем они в предыдущие годы и десятилетия не задумывались. Как говорят, скажем, верующие люди, они говорят, что Господь посылает нам лекарства, горькие лекарства. Если вы будете выплевывать это лекарство, ну вы умрете. А если вы будете принимать это лекарство, есть шанс, что вы выздоровеете. Вот я бы так сказал. Поэтому, конечно, за этой санкционной войной могут последовать и наверняка последуют другие какие-то сценарии. И мы к этому должны быть готовы. Мы должны понимать вот эту самую метафизику истории, и тогда мы будем постоянно готовы к этому. Потому что ведь нас 30 лет расслабляли.
вот этой самой либеральной рыночной идеологии нас расслабляли. Вот. В принципе, первые звоночки начались еще несколько лет тому назад. Но вы знаете, что в связи с возвращением Крыма в состав России на нас обвалились первые санкции, и эти санкции, конечно, дали повод для размышления. Значит, исчезли у некоторых, по крайней мере, людей иллюзии на то, что мы можем, значит, мирно сосуществовать вот с другой цивилизацией под названием коллективный Запад. Но вся история России показывает, что периоды так называемого мирного сосуществования чередуются с войнами. Войны горячие, войны такие вооруженные, и так называемые периоды мирного существования – это просто смена горячей войны на войну экономическую, информационную или, как сейчас говорят, гибридную. Поэтому процесс войны непрерывный. Это цивилизационное противостояние. Вот в чем дело. И если спасибо, Валентин Юрьевич. Мы немного ограничены рамками эфирного времени. Все, спасибо. Поэтому... Спасибо, да. Да. Единственное, я хочу сказать, что вот у меня вышла только что книга, которая называется «Санкционная война против России». Только что вышла в издательстве «Книжный мир». Поэтому то, что я не успел досказать, можно прочитать в этой книге. Спасибо за внимание. Спасибо, Валентин Юрьевич, что нашли время сегодня с нами пообщаться. А мы переходим к заместителю кафедры стратегического планирования и экономической политики МГУ Елене Николаевне Ведута. Елена Николаевна, вы нас слышите? Да, слышу. Здравствуйте. Я не заместитель, я заведующая кафедрой. Я так. Прошу прощения. Да, ничего страшного. Мы также хотели бы, чтобы вы поделились своим прогнозом о том, как будет развиваться ситуация. И также, если можно, о месте Абхазии в этой новой системе, которая сейчас может формироваться. Хорошо, спасибо, что пригласили, с большим интересом вас всех послушала, но я не согласна с позицией, что кризис – это рукотворное дело. К сожалению, кризис – это объективный итог стихийного развития капитализма. И поскольку я все-таки больше следую науке, чем вере в Бога, я все-таки и предложение делаю с позиции научного подхода. Значит, что я хочу первым делом сказать, что опять-таки наукой установлена закономерность развития капитализма. Какая? Либерализм-протекционизм-война. Вот если внимательно посмотреть всю историю капитализма, то как раз он и характеризуется данной цикличностью. Поэтому война – это объективная необходимость разрешения кризиса военными методами. И то, что мы наблюдаем, как западные страны стремятся к военному разрешению вот этого кризиса, независимо от того, кто был бы сегодня там у власти, это их жизнь. У них такова практика, у них нет другой практики, только как разрешение кризиса военными действиями. Если мы посмотрим сегодня, какие проекты глобальные выдвинули ведущие западные страны и плюс Китай, то мы с вами заметим, что большая роль действительно отдается цифровой трансформации. Независимо от того, сумеют ли они разыграть окончательно огромную мировую войну, или она будет идти локально в разных регионах мира, Запад стремится установить тотальный цифровой контроль за поведением людей, более того, фактически превращать перспективы, многие об этом говорят, биороботов и так далее. И Шваба здесь называли, поэтому не зря он так и видит будущий мир без государств и с небольшим количеством населения. Талантливые будут работать, связанные с передовыми цифровыми технологиями, а другие просто будут люди не нужны, вначале им будут что-то выплачивать, то есть будущее смотрится ужасным. Так вот, что делать? Кстати, китайский проект, как бы мы не хвалили сегодня Китай, и очень хочется нам с ними дружить, мы сегодня и зависимы от них. В Китае тоже разные есть течения, и многие понимают, что тотальный контроль цифровой за людьми не даст стране будущего хорошего развития. Вот здесь я бы хотела бы напомнить о том, что действительно в свое время великий Винер, автор науки кибернетики, сказал следующее, что передовая вычислительная техника и вообще работа с информацией может сводиться к решению двух задач. Одна
страшная задача. Передача роботам практически всех дел, и нужны будут только самые гениальные люди, остальные будут просто не нужны. Либо второй подход – это применение передовой вычислительной техники в интересах людей, в интересах реализации моральных ценностей. Вот как раз Советский Союз – это была единственная страна в мире, которая пыталась практически решать проблему управления экономикой, но не людьми. И у нас направленность автоматизации управления шла не управление людьми, а управление экономикой. В этом мы отличаемся принципиально от всех стран мира, и поэтому мы можем даже уйти от слов капитализм, социализм, а подчеркнуть те самые моральные ценности, которые пыталась реализовать единственная страна в мире. И что с нами произошло? Мы действительно, начиная с социалистической революции, которая у нас произошла, мы первым делом обратили внимание на экономику, на управление развитием экономики. Мы строили балансы, чтобы накормить людей, накормить скот, считали, сколько нам нужно металла, сколько нам нужно пшеницы. То есть у нас в основу управления был положен балансовый метод. Мы нарабатывали через наши ошибки, постепенно пришли к тому, что в конце 20-х годов, когда состоялась дискуссия, каким путем пойдет Россия после НЭПа, поскольку начался кризис, очень четко выглядывали две точки зрения. Одна точка зрения была, что это Бухарин и Кондратьев, то, что пусть рынок сам все решает, а мы будем прогнозировать, наблюдать, рекомендовать. Это та точка зрения, которая царит в нашей стране, уже где-то начиная все больше и больше усиливаясь с 50-х годов, и сегодня она, наконец-то, бухаринская точка зрения Кондратьева вовсю управляет хаосом в нашей стране. Совершенно другая точка зрения была Крыжановского, который говорил о том, что нужно управлять развитием экономики России, а именно как. И фактически тогда Советский Союз первым применил кибернетический подход, потому что наш план, его составление принципиально отличалось от всех планов других стран. Мы, когда планировали что-то сверху, мы обязательно включали обратную связь со стороны предприятий, живую связь, чтобы уточнить, скорректировать задания сверху с учетом наших производственных возможностей. И вот благодаря такому планированию мы стали победителем во Второй мировой войне, мы смогли стать страной биполярного мира к 50-м годам, и тут начались ошибки. Я не буду говорить об ошибках теории, которая включила механизм прибыли в наш план и стала разрушать наш план, но особое внимание обращу на автоматизацию управления экономикой. У нас опоздание кибернетики пришло через 10 лет, и ученые бросились выполнять эту задачу, создано было несколько институтов, и было четко заявлено учеными нашими, и повторили это в США. Либо Советский Союз решит проблему автоматизации управления экономикой, он будет тогда победителем в холодной войне, потому что в этом случае обеспечивалась гибкость планирования, реагирование на все изменения конечного спроса и на новое появление технических каких-то решений. Но что получилось? У нас фактически и этот подход к решению сложнейший, который определяла наше будущее, задачи, был заблокирован. Мы превратились в болтунов об экономике, и закончилось, в конце концов, это тем, что мы сдали страну в 1991 году, экономически проиграв, имея уже топорный, практически неработающий Газпром, хотя он пытался из всех сил держать экономику на том же уровне. И за эти годы что получилось? Мы проиграли в холодной войне, благодаря во многом и агентам влияния, блокаде экономической науки. Дальше у нас начинается процесс, благодаря так называемой рыночной экономике, не может быть свободной конкуренции в условиях господства глобальных игроков. Это все только для дураков, эти слова. Мы фактически ликвидировали нашу технологическую независимость, и все это способствовало вот эти монетарные теории, которые обслуживают и до сих пор наше экономическое падение вниз. Теперь, что у нас происходит? Да, тут я согласна с позицией Катасонова, нас провоцировали, им нужна была дальше слабеющая Россия, поэтому мы участники в этой спецоперации. Но обратите внимание, либерализм никуда не ушел. У нас в экономике продолжается та же деградация, что грозит с достаточно серьезными последствиями как в нашей стране, так и тесно связанной с Абхазией. Уже военные начинают часто говорить о необходимости модели, как они ее называют, военного социализма, но когда даже военные говорят, кадров у нас нет.
даже понятия мы не имеем, как начать, с чего начать. Ситуация очень тяжелая. И вот в этой связи, к окончанию своего выступления, кстати, готова ответить на любые вопросы, какие бы я сделала выводы. Конечно, нам требуется, как вот, я бы сказала, цифровой газплан с реализацией кибернетического подхода. Когда мы говорим о реализации кибернетического подхода, мы понимаем, что мы учитываем обратную связь, информацию, поступающую от всех предприятий, и эта информация должна поступать в режиме онлайн, и только так, получая достоверную информацию, мы можем с вами принимать объективно решения. Сегодня вся достоверная информация в России отсутствует. Все, что программы составляются, это пальцем в небо. И это очень важный вопрос о цифровизации нашего планирования на основе кибернетического подхода с обобщением опыта старого Газплана, но с учетом, естественно, его ошибок. Другого пути просто у нас нет. Либо мы выходим на управление экономикой с учетом достижений цифровой революции, либо нам просто будут обречены погибнуть в этом турбулентном мире. То есть требуются, с одной стороны, кадры. С другой стороны, нам нужна реализация кибернетического подхода к цифровизации планирования экономики России. И, естественно, я бы еще добавила третий важнейший вопрос. Мы не одиноки. Вы не думаете, что Россия стоит одна против того, что делается в глобализации? Я вот активно участвую в международном форуме Bandung Spirit. Это в свое время, в 1955 году, было организовано движение неприсоединения развивающихся стран, которые не хотели быть ни под СССР, ни под США. И вот это движение объявило своим главным принципом, это мирное существование, дало неоколониализм. И, в принципе, вот этот свободный дух Бандунга, вот даже сегодня часто выступает генеральный секретарь китайской компартии Си, который говорит, мы будем придерживаться духу Бандунга. Бандунг – это город в Индонезии, где состоялся вот этот саммит. И в настоящее время вот эта конференция Bandung Spirit, она превратилась в конференцию в основном общественных деятелей, научных кругов. Я бы сказала, не хватает такого сильного политического ресурса. То есть движение неприсоединения стало угасать. Но, тем не менее, намерение такое, я там член ученого совета, что мы будем проводить эту конференцию в преддверии саммита в Индонезии в начале ноября. И, кстати, моя секция называется, ее все-таки поставили, это стратегическое кибернетическое планирование экономики, то есть уже не просто развивающиеся страны, там много представителей именно ученых Италии, Франции, Канады, которые понимают важность кибернетического планирования экономики. Поэтому ко мне стали часто звонить из Шведского университета УМЭ. Например, есть такой журнал Monthly Review, американский, это журнал социалистический, он вышел первый раз в 1949 году со статьей Эпштейна «Почему социализм?» с вопросом. Они считают, что альтернативы кибернетическому подходу в планировании экономики вообще нет, иначе всем конец. Поэтому они придают особое всеисторическое значение реализации принципов кибернетики в планировании экономики. Вот я поэтому предлагаю, чтобы мы как-то действовали в движении вперед, не просто плакали и говорили о тех ужасах, которые нас ждут, и нас они действительно будут ждать, если мы не будем действовать. Поэтому если вот со стороны Абхазии, допустим, будет заявлено, что ваш университет примет тоже участие в организации этого форума, как со-исполнитель, совместно с другими университетами, там обычно участвуют всегда Сорбонна, Париж, Гавский университет, Нормандия, там, естественно, Индонезия всегда участвует, то это даст, как бы покажет миру, что не только есть Давосский форум, есть еще Бандунгский форум, который продолжает жить. Мы действительно оказались в составе развивающихся стран, приходится признать. Но я не очень завидую нашим геополитическим противникам, поскольку Россия не проиграла интеллектуально борьбу. Россия, да, она так получилось, что мы сегодня США промышленная держава, там, ведущая держава с точки зрения технического прогресса, с точки зрения финансов, поскольку она мудро со своими долларами поступала. Но интеллектуально мы не проиграли. США не дали миру конструктивной альтернативы. Николаевна, я вам напоминаю про регламент. Да, значит, я поэтому считаю, чтобы мы не просто поговорили и разошлись, а были бы приняты какие-то решения, чтобы было определенное давление и на
руководство России, что вот Абхазия считает вот так, чтобы точка зрения была услышана. Если мы не будем совместно давить, а мы давим, мы очень сильно давим на руководство, тогда, знаете, будем принимать все, что с нами происходит, как само собой разумеющееся. Ничего хорошего для наших будущих детей, внуков мы не увидим, если мы не будем давить сегодня культурно, интеллектуально. Все сказала. Если хотите, задавайте вопросы какие угодно, как хотите. Благодарю. Спасибо, Елена Николаевна. Ну, продолжаем. Я бы хотел передать слово Камке Беслану Астамуровичу, доценту кафедры теории истории государства и права Сочинского института РУДН. Все-таки как бы со взглядом, да, из Абхазии на Абхазию сейчас достаточно часто звучат призывы развязать второй фронт, что это для Грузии возможность как бы взять реванш, ну и другие недружественные, да, для Абхазии какие-то комментарии. Вот в этой связи как вы оцениваете те угрозы, которые существующие политические реалии нам диктуют? Да, ну, действительно, ну, без общих таких рассуждений к частному тоже сложно прямо приступить. На самом деле мир сегодня находится в состоянии такого глобальной безответственности, можно сказать, правящих кругов и многих личностей, от которых зависит сегодня многое. Ну, я хочу сказать о том, что Абхазия находится в таком геополитическом раскладе сил, где все политические, геополитические, глобальные измерения, они здесь проходят, в Абхазии. Понятно, что украинские круги сегодня обижаются на грузинских политиков за то, что они не открывают второй фронт. Но Украина вообще ведет, правящие круги Украины сегодня ведут поучительским тоном, так сказать, да, разговаривать со всем миром. Ну, это понятно. Вот. Вызовы действительно есть ли Абхазии? Конечно, Абхазия за это короткий, можно сказать, период времени не так и смогла окрепнуть и экономически, и в военном плане, чтобы противостоять самостоятельно. Понятно, что и на той стороне Грузия является, если уж не членом НАТО, то очень интегрированным, так сказать, довольно в эту структуру. Понятно, что Абхазии предстоит осмыслить еще более серьезнее, если речь идет о том, что, как некоторые аналитики говорят, что Запад попытается растянуть этот конфликт как можно на десятилетия, а то и больше. Если это так, то, конечно, рассчитывать на то, что здесь в Абхазии будет спокойно, и второй фронт как бы не откроется, но это гадать здесь не приходится. Тут возможности реализовать такие интриги, конечно, они существуют. Вот. Поэтому нам нужно, я имею в виду абхазское правительство, и народ осознает, насколько важен договор, который заключен с Россией. Здесь без преувеличения надо сказать о том, что этот договор, он естественно, логически вытекает из исторического нашего ближайшего прошлого. Поэтому быть последовательным, мне кажется, что в этом есть большие гарантии, так сказать, стабильности в регионе. Последовательность – это наш ресурс, я так полагаю, вот в этом мире, который сегодня задан такими силами, которые и капиталистическими импульсами развития, как было здесь сказано, и во многом и психологическими моментами. Я, кстати говоря, хотел бы сказать о том, что есть такое высказывание известного социолога Эмиля Дюркгейма, когда он говорил о том, что любой порядок, любой социальный порядок, будь капитализм, социализм, там, коммунизм, любой порядок, я процитирую его, любой порядок на определенном этапе становится невыносимым. Ну, это тоже надо, наверное, иметь в виду, и честно, пока ничего, наверное, не придумала к тому, чтобы вот готовым быть к этому, как один порядок сменять на другой, менее болезненно. Вот. И мне вспоминаются слова далекие, может быть, сказать, это в 80-м году, как было сказано, не помню, госсекретарь Соединенных Штатов Америки заявил
фразу такую высказал, что есть вещи поважнее мира. Вот я как-то пытался в тот момент понять, до сих пор предполагаю, что это значило, что это глупость очередная была, или что это в том контексте биполярного мира, да, было заявлено в адрес Советского Союза. Я начинаю понимать, что имелось в виду. К сожалению, этот тезис, он не безоснователен. К сожалению, почему? Потому что речь, наверное, идет, когда говорится о том, что есть вещи поважнее мира, имеется в виду, что война и тема агрессии, она больше мобилизует социум, чем мирные какие-то призывы. Вот это вот нам нужно, нашему обществу всегда иметь в виду, возможно, если мы хотим что-то упредить. Есть вещи, которые нас больше мобилизуют. Кстати говоря, рейтинги государств, которые поддерживают сегодня Украину, да, поднимаются по мере того, как они оказывают военную помощь Украине. Вот эта военная риторика, военные, милитаристские вот эти призывы, они поднимают рейтинг, к сожалению, рейтинг в этих странах, да, рейтинг своих властей. И к этому надо человечеству противостоять и думать о том, как сделать так, чтобы мирные, так сказать, призывы, жить в гармонии, жить в согласии с миром, с естеством, чтобы она больше мобилизовала социум. Спасибо, Беслан. И нас другого пути нет. Спасибо. Спасибо. Я бы хотел передать слово генерал-майору Раулю Валерьевичу Лолу. Вы совсем недавно побывали в Донецкой Народной Республике, своими глазами видели то, что там происходит. Последние дни идет огонь фактически по мирному населению в ДНР, да, беспорядочным. Как вы оцениваете вообще ситуацию в Донецкой Народной Республике? Какой ваш анализ и прогноз на дальнейшее развитие событий? Добрый день, спасибо, что такая возможность есть, высказаться и рассказать то, что вот я видел своими глазами. Я был не только в Донецкой Народной Республике, я был в городе Херсоне, я был в Мариуполе, я был в Мелитополе, я был в Бердянске. Вот, я встречался и разговаривал с моими друзьями, с теми людьми, которые в 2008 году здесь вместе с нами принуждали Грузию к миру. Вы помните, это операция, которая проводилась в 2008 году. Ну, если немного перескакивать, считаю, что ее не довели до конца и провели некую такую слабость. Грузия после этого продолжает вступать в НАТО, не отказалась от этой организации, не отказалась от своих планов. Вот это некая такая слабость, на мой взгляд, и имеет продолжение сегодня на Украине. Я разговаривал с ребятами военными, разговаривал с гражданскими, что говорят там люди, что говорят в Херсоне, что говорят в Мариуполе, что говорят в Мелитополе. Они спрашивают, не уйдет ли сегодня российская армия с освобожденных территорий. Вот это важный очень вопрос, потому что в 2014 году проводился референдум. После референдума этого последствий не было таких, какие хотели люди. Это было так очень важно. Вот командиры что? Ну, командиры понимают сегодня, те, которые воюют, понимают, что если эта идеология здесь, на Украине, вот в этих местах ее не искоренить, то она, конечно, перейдет и будет уже на территории России. Это тоже важный очень такой аспект и очень важный очень момент. Нужно, говорят, довести дело до конца. Вот это принципиальные такие вещи, которые говорят, конечно, нужны новые средства вооружения. Сегодня война другая. Там работают беспилотники, работают спутники, работают другие специальные, уже современные средства вооружения. Их не хватает. Вот здесь надо на это очень серьезно будет обращать внимание. Это новый подход войны. Вот. Ну, что хочется еще отметить? Вот есть город, где вот идет война, есть город, где войны нет никакой. Да, вот такой вот контраст очень серьезный, там проезжаешь 200-300 километров, и как будто войны никакой нет. Вот. Мало того, хочу сказать, что вот те сооружения, укрепления, эшелонированная оборона, которая была создана украинскими вооруженными
силами, они ее же оставили и переходят в город, и сражаются там уже. Город подставляет тем самым мирное население, гражданских людей подставляет. Вот это вот тоже непонятно, зачем тогда все эти годы они формировали, зачем они эти годы формировали эти укрепления. Значит, перемещаются в города, перемещаются, тем самым, еще раз повторяю, подставляют мирное гражданское население. Вот. Ну, последнее, что я хотел сказать. Вот в Херсоне на здании администрации уже висит российский флаг. И я понял, когда находясь там, что уже нет такой страны, как Украина. Но те границы, которые были признаны, те границы, которые были определены при распаде Советского Союза, их уже нет. На сегодняшний день это так. Это Херсон, это Мариуполь, это Мелитополь, это Запорожская область. Нет той Украины, это данность, та, которую надо сегодня уже принять. Россия туда явно уже никуда не уйдет. Что будет дальше, вот здесь вот поднимается этот вопрос, обсуждается. Конечно, сложно прогнозировать. Военная операция продолжается, она идет не спеша, медленно, но она продолжается. Она, да, цели, как я вижу на местах, они, конечно, будут достигнуты. И те средства, которые сегодня применяются, они же применяются не полностью площадьми по городам, таким, где нет вооруженных сил. Где есть вооруженные силы, где сопротивление жесткое оказывается, конечно, по этим целям наносится удар. Но стараются все-таки наносить удары более точные, чтобы не пострадало мирное гражданское население. Это ключевой момент, и я это четко увидел. Большие, красивые, огромные территории. После этого, после того, как территория освобождается, практически сразу заходит МЧС, практически сразу заходят органы, которые обеспечивают гуманитарной помощью, обеспечивают водой, всем необходимым. Вот, ну, практически в каждом городе, особенно вот Волноваха пострадал очень серьезно, Мариуполь пострадал очень серьезно, эти города, где вот, ну, люди остались практически ни с чем, да, и вот сразу автоматически за силами, которые освобождают эту территорию, ведут боевые действия, приходит администрация и начинает с людьми работать. Это тоже очень важно, и успокаивают людей, и тем самым вселяют надежду у людей, что все-таки жизнь нормализуется, и нормализуется она очень, очень быстро. И последнее все-таки нам надо понимать, что Грузия сегодня, вот контекст безопасности Абхазии, что Грузия сегодня продолжает вооружаться, поставляются туда все средства современного вооружения, в том числе и инлавы, в том числе и гранатометы, которые подбивают танки. Это надо понимать. Мало того, они уже на своей территории развернули завод по производству байрактаров, знаете, да, это беспилотные летательные аппараты. Для чего они это делают? Для того, чтобы все-таки решать вопрос военным путем. Поэтому, не знаю, сегодня или завтра, когда военная операция закончится, нам надо перед Грузией четко ставить этот вопрос. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Грузия должна отказаться от вступления в НАТО, Грузия должна отказаться от вооруженных сил, там, силы полиции и другое, потому что они всегда будут угрожать нам и нашим союзникам. Всегда будут угрожать. Вот это ключевые вещи, которые в процессе сегодняшней военной операции, которая происходит на Украине, мы должны совместно эти вопросы все ставить. Не надо этого стесняться, не надо закрывать на это глаза. Они сегодня притихли, они сегодня спокойно сидят, наблюдают за тем, что происходит. Малейшие какие-то движения, малейшая слабина, конечно же, с помощью, опять же, тех же сил, которые находятся на Западе, они развяжут новую. Спасибо, Рауль Валерьевич. Я приглашаю в президиум следующих участников. Это Давид Чичевич Пиля, руководитель Конгресса народа Абхазии, депутат первого парламента Алхаз Борис Джинджоя, депутат парламента 6-го созыва и статейный журналист. Я буду завершать. Ладно. Уважаемые коллеги, мы немного ограничены во времени, да, и поэтому я вас попрошу лаконично выступать. Алхаз Владимирович, начнем с вас. Вы также недавно побывали
на Донецкой Народной Республике, принимали участие в волонтерской миссии врачей из Абхазии. Ваша оценка происходящего сегодня на Донбассе и дальнейшего развития событий? Если бегло осмотреться, так скажем, мы принимали участие в составе такой объединенной группы, наши коллеги из России, с разных городов, специалисты высокого уровня. К этой группе мы присоединились еще на территории России и приехали в донецкие госпиталя и так далее. Хочу сказать, что сегодня эта миссия в некотором роде продолжается, и сегодня там наш коллега находится в Луганске, Анзор Назронович. Также готовится очередной визит той же группы, допустим, числа 15, если я не ошибаюсь, заезд очередной в те же госпиталя. То есть эта миссия продолжается, волонтерское движение, как организованное, так и надо заметить, стихийное продолжается, поставляется гуманитарная помощь. Хочу сказать, что назовем военной операцией или война, как бы мы ее ни называли, это по большому счету это человеческая трагедия огромного масштаба, большое количество раненых, да и погибших. Чисто по-человечески хочу сказать, что в этой трагедии, в которой участвуют два братских народа, можно сделать вывод, что можно поаплодировать тем разжигателям войны, тем людям, которые все это спровоцировали, просто можно в учебнике истории ввести как предмет разжигания войны. Я как человек, вышедший из Советского Союза, получивший советское образование, и там чуть ли не с детского, с яслей нам внушали мысль, что война это худшее, что может происходить, что надо всячески с этим бороться, уже не говоря об ядерной войне. Сегодня об этом говорят, как о поездке на курорт. Ну, война, атомная, ну что-нибудь придумаем. То есть уровень деградации моральных качеств как отдельно взятого человека, так и общества просто побил все рекорды. И это отражается, вот Рауль, о чем сейчас передо мной рассказывал, на методах ведения войны. Они фактически превратились в беспринципные, когда обстреливаются системами залпового огня городские территории, соответственно, с каким количеством раненых и погибших. Это вообще что-то новое. Последние эти войны, что сирийская, что операция на Украине. Человечество должно задуматься, иначе, как бы мы к этому не относились с религиозной точки зрения, называя это апокалипсисом, или с научной точки зрения, называя глобальным кризисом, все закончится печально для всех. Победителей не будет. Все закончится так, как нас учили в советских университетах. Очень печально. История действительно, как вот тут специалисты говорили, придет к своему концу. А Абхазии, как бы это сейчас цинично не звучало, война – это целебное мероприятие, с одной стороны. То есть разрушаются какие-то, значит, устаревшие формы общения, государственного устройства, как бы мы ни называли, человечество, видимо, не научилось по-другому эволюционировать. Надо делать правильные выводы. Абхазия также, в свою очередь, должна делать выводы. На все наши внутренние процессы, наши споры, на нашу политическую жизнь проецируются и глобальные процессы. Соответственно, можно относительно легко найти рецепты оздоровления или защиты своей республики. Везде в российских, зарубежных информационных лентах можно найти, это просто об этом уже кричат фактически, что надо заниматься образованием, что надо повышать уровень информированности населения и вообще информационным потоком управлять надо. Я сейчас не в стиле Джорджа Оруэлла говорю, как управлять, но есть и позитивный смысл в этом. То есть рецепты на поверхности, если нам хватит мудрости и сил взять их, использовать их, то есть шанс, что Абхазия, как и весь мир остальной, надеюсь, как-то спасется и как-то остановит эти войны, ряд этих войн, горящих сегодня на планете, и перейдет на рельсы созидания какого-то мирного существования. Хотел бы пожелать народам Украины, России и всем другим рядом живущим государствам образумиться, найти какие-то правильные слова, эти раны, нанесенные друг другу
не затянутся, видимо, уже долгое время. Но прийти к какому-то, не знаю, логичному выходу всех устраивающему. Спасибо, Дмитрий. Да, я бы Если хотел можно, да, сказать в продолжении, что вот он очень правильно затронул по поводу оздоровления системы, что очевидно, что сегодня государственная система начинает очищаться от той грязи, которая была на протяжении многих десятков лет и блокировала здоровые каналы и России, и всего постсоветского пространства. Это касается не только экономики, образования, культуры, так называемых 3 столпов идеологии, на которых, вот, в общем-то, все это держится. И мне бы хотелось в своем небольшом комментарии как раз-таки сделать акцент на информационном направлении, которое является главным инструментом донесения идеологии в массы. И вот в последнее время в этом направлении появились некоторые успехи. Но не забывайте, что у нас это работает некоторое время, там 2-3-4 месяца, может быть, а на Украине эта информационная машина, вот ее вскармливали десятки лет. И итог: Бандера, Шухевич, национальные герои, то есть мы это прекрасно видим. Если мы укрепляем сегодня информационные тылы, то это должен быть качественный продукт, то есть те же любые альтернативные интернет-площадки, той же Википедии, Инстаграму, Ютубу и так далее, должны быть не хуже, а в разы даже лучше тех, к которым мы привыкли. Да? И, конечно же, самое главное — контент. Это отдельный кластер, в который нужно вкладываться так же, как и в военную обороноспособность. Вот, мне кажется, так. Спасибо. Во-первых, я хочу поблагодарить наших московских друзей, вот, господина Касатлонова и госпожу Ведута, за то, что они приняли активное участие в нашей встрече. Мы с огромным удовольствием их, значит, послушали. Очень интересная живая информация, которая для нас она очень много значит. Хочу поблагодарить всех вас. И если будет у меня возможность, даже вот сейчас, у меня вот все время задается вот такой вопрос, вот я себе задаю и не могу найти ответ. Знаете, вот все больше и больше новые территории, которые освобождаются от украинского режима, территории, в частности, это не только ДНР и ЛНР, это территория Херсонской области, это Запорожская область, ну и, видимо, и дальше будет эти территории добавляться. Насколько, вот есть у нас информация на сегодня, все имущество, находящееся на этих территориях, они постепенно национализируются. То есть все это передается в ведение государства. Да? Какова будет в будущем интеграция этих территорий в российскую социально-экономическую жизнь? Вот. Навряд ли на эти территории захотят возвращения новых Коломойских, возвращения новых Ахметовых, Порошенко, там, значит, Бойко и так далее, и так далее. Вот этот вопрос, вот, который меня сегодня очень и очень волнует. Да. И каким она будет в будущем, потому что в этих вопросах, конечно, я вижу еще, как в будущем, какое будет содружество, какое будет сообщество, куда, возможно, и Абхазия будет приглашена. Мы как-то должны в этом плане сами тоже уже немного готовиться, да, с чем и куда мы идем, и как мы дальше будем жить. Для нас это, конечно, очень важно, имеет значение. А с другой стороны, то, что наши молодые ребята из Абхазии сегодня участвуют в боевых действиях в Донбассе, я, например, лично вот, значит, очень этим горжусь, что, скажем так, о наших бойцах там, на Донбассе, достаточно, значит, высокий рейтинг, да, с уважением относятся к нашим ребятам, и их число не уменьшается, наоборот, увеличивается. Хотя, если вспомнить вот опыт Первой мировой войны, из Абхазии, значит, в Абхазскую сотню в разное время, вот пока шла Первая мировая война, побывало более 500, от 500 до 700 человек. Вот, это наши молодые, тогдашние, вот 14, 15, 16 год. Даже маленькое село, откуда я родом, да, село Акваска, 5 человек участвовало в Первой мировой войне. Вы знаете, как ни странно, я всех их знал в лицо.
И среди них был один полный кавалер Георгиевского креста Караман Убеев. 4 креста у него на груди, вот я это помню. И, кстати, вот часто я людям это рассказываю, да, и то, что сегодня происходит, это, наверное, это определенная закономерность, да. Конечно, вот такая встреча, вот такой формат, это вот мы, Инал, с вашей помощью впервые опробовали. Для меня он вызывает огромный интерес, вот, и для Конгресса, и для института, и для тех, кто нас поддержал провести в таком формате нашу встречу, наш разговор. Хочу всех вас, мои дорогие, поблагодарить, сказать огромное вам спасибо. Олег Несторович, вам огромное спасибо. Мои дорогие бывшие депутаты, наши друзья, вам огромное спасибо. И, Инал, еще раз хочу вам сказать, что вы создали нам комфортные условия. Вот. Я надеюсь на то, что в будущем мы еще более теснее будем сотрудничать. И, конечно, для наших граждан и для многих в России вот такой формат встречи, наверное, она вызовет определенный интерес. Спасибо вам всем большое. Вот где-то мы около часа, да, в течение часа мы провели, значит, эту встречу. И я думаю, что она достаточно полезна для всех участников этого мероприятия, для наших граждан будущего. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, спасибо, что нашли время поучаствовать в нашей дискуссии. Мы обсудили очень важные вопросы, причины, последствия происходящих в мире событий. И, как сказала Елена Николаевна, да, мы не должны пускать это на самотек, и Абхазия также должна внимательно следить за процессами, происходящими в мире, и своевременно реагировать на новые вызовы. Я вас благодарю всех за участие. Наше мероприятие подошло к концу. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.